Какие мужские и женские имена можно собрать из определенного количества палочек и как из одного имени получить совсем другое? Поиск решения этой многоэтапной задачи оказался, хотя и непростым, но очень увлекательным. Логические задачи явились одним из этапов викторины, состоявшейся в рамках Международного дня головоломок. Праздник для детей организовали педагоги Алданского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Силы в находчивости смогли попробовать все желающие. Вот еще одну спичку добавьте, и получится другое имя. Собрать заданную фигуру из имеющихся деталей – задача нелегкая, и старшие товарищи помогают младшим. А к раскрашиванию картинки необходим творческий подход. Но самые сложные задания достались школьникам. Командам предстояло активизировать как знания, так и пространственное мышление и умение рассуждать логически. Каждое задание рассматривалось, прорешивалось сначала, чтобы хоть знать, что детям предлагать. Но дети с удовольствием по отзывам прорешали эти все задания. Интерес был большой. Для каждой возрастной категории сотрудники центра подобрали загадки и ребусы разной степени сложности. Викторина включила множество шарад, пиктограмм, ребусов и загадок. А проигравших в интеллектуальной игре не было. Победой становилась каждая решенная задача. Над некоторыми заданиями требовалось хорошо подумать. Впрочем, сдаваться так просто дети не собирались. Они бились до последнего, уже просто из-за нехватки времени пришлось мне самой сдаться. Работу по организации досуга несовершеннолетних сотрудники социально-реабилитационного центра проводят в течение года. Мероприятия направлены на интеллектуальное и творческое развитие детей и подростков. В викторинах, конкурсах и играх ребята, а также их родители, принимают участие с удовольствием. На базе нашего центра специалистами организовываются мероприятия, направленные на досуг. За основу в данный момент мы берем разные направления. Для детей младшего возраста педагогами доп. Образования организовываются различные мастер-классы по работе с цветным песком, арт-терапия. Ну и основная цель наших мероприятий – это, конечно, охват детей, группы риска, чтобы дети были вовлечены в мероприятия, проводили время с пользой, с целью профилактики правонарушений, безнадзорности. Особое внимание педагоги и социальные работники уделяют тому, чтобы дети освоили и усвоили основы безопасности. В данном направлении специалисты центра тесно взаимодействуют с органами профилактики и жизнеобеспечивающими структурами. Предупреждение несчастных случаев, родительская ответственность и организация досуга на каникулах – таковы были главные цели межведомственного рейда, прошедшего в селе Хатыстыр Белецкого Эвенкийского национального наслега. Основная цель – это предупреждение детской смертности при пожарах, а также гибели детей на воде. В связи с этим мы организовали межведомственный рейд. В Хатыстыре межведомственная комиссия посетила многодетные семьи и семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации. О том, какие правила нужно соблюдать, отдыхая на природе, и чего нельзя категорически делать дома, юным жителям села рассказали сотрудники пожарной охраны и Алданского участка центра ГИМС. Рекомендации и советы мальчишки и девчонки слушали внимательно и с интересом. С удовольствием слушают, ребятишки их тоже как бы принимают участие в беседах, им объясняем о том, что как нельзя себя вести, оставаясь дома одним, что спички детям не игрушка, не открывать чужим. В рамках рейда члены комиссии побывали в школе. Для ребят, посещающих летнюю площадку, специалисты провели очень важный и познавательный урок. Старший государственный инспектор Алданского участка центра ГИМС Андрей Панфилов рассказал ребятам о правилах поведения на воде. Считаю, что данная работа очень полезна для сохранения здоровья детей, жизни, да? Необходимо такие занятия проводить почаще, так как у нас происходит сменяемость детей из сезона в сезон.
Инспектор ГИМС подчеркнул, вблизи водоемов следует как соблюдать осторожность, так и быть внимательным по отношению к окружающим. Тонущий человек не всегда может позвать на помощь. Показав школьникам несколько приемов по спасению утопающих, Андрей Андреевич сделал акцент на том, что ни в какой ситуации не следует поддаваться панике. Также о мерах безопасности с ребятами беседовали специалисты пожарной охраны. В завершении встречи гости вручили детям памятки. Эта работа проводится с учениками. Классные руководители им все разъясняют, а в этом помогает заведующий зам директора по воспитательной работе. Но это одно дело, когда учителя объясняют, а другое дело, это когда приходят люди обученные, знающие это дело, и объясняют детям. И думаю, что данная информация, переданная специальными людьми, она доходит лучше до детей. Пока подростки находятся в школе, их младшие товарищи проводят время в увлекательных играх. Однако потенциальных опасностей в быту и на природе немало, и ребенок должен четко осознавать последствия тех или иных действий. Работой комиссии были охвачены как дети, так и взрослые. Ведь, как показывает жизнь, мамам и папам тоже свойственна беспечность. Родители, семьи встречали нас тепло, была обратная связь, внимательно слушали информацию, которую мы рассказывали, задавали вопросы, была заинтересованность. В домах, где проживают семьи с детьми, специалисты пожарной охраны уделяли особое внимание состоянию печей. На жилой сектор приходится подавляющее большинство пожаров. Основными причинами становятся неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация отопительных приборов. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений. В некоторых домах есть плачевное состояние печей, то есть нету оборудованного притопочного листа, где-то не отгорожено от стен, где-то не чистятся дымоходы, трещины в печах. Об этом тоже рассказали гражданам, объяснили, что нужно делать, пока лето, не упустить возможность отремонтировать отопительные печи. Валерий Енохов по специальности плотник. Практически все в доме сделано его руками. В ближайшее время Валерий приступит к кладке печи. Металлическая конструкция для долгой и суровой зимы – не лучший вариант. К тому же ее эксплуатация небезопасна. Из кирпича буду. Из кирпича вот это что-то не понравилось. А чем не понравилось? Всю ночь надо топить. А кирпичный-то это уже сам нагревается, да, и тепло держит. Елена Скрябина – мама 8 детей. Старшие сыновья и дочери уже взрослые. 4 младших – школьники и дошколята. Недавно большую семью постигла трагедия. Дом, где проживали Елена с детьми, сгорел. Рассказывая о том, как все произошло, женщина и сейчас не может предположить причину пожара. Причину я не знаю, но я купила все для дома, чтобы крышу починить. Поехала в Алдан еще покупать. А вот поехала, вечером нужна приехать. Я даже не успела с Куранаха выехать. Мне уже позвонили, мне уже дом потушили. С ощущением сокрушительного обвала женщина справилась. Семья временно проживает у родственников. На месте, где ранее стоял дом, остался только огород. Между тем, по словам Елены, противопожарные меры в их семье всегда соблюдались строго. Обязательно. У нас даже эти бумаги были, нам пожарники постоянно приходили, проверяли печка. Все, розетка вроде бы нормально, все, поменяли даже. Все заново делать, собирали же линолеум, там окна даже евро ставили. Сейчас мы разбираем все, хлам вытаскиваем, уже вытащили, сейчас диваны, кресла вытащим, дом почистим, придется разбирать. Специалисты пожарной охраны рекомендовали жителям устанавливать в домах технические средства, оповещающие о задымлении. В настоящее время в республике проходит акция, предусматривающая установку специальных устройств. Это «Предупреди пожар, установи АДПИ» – автономный дымовой пожарный извещатель. Такая коробочка, вот она даже на картинке, да, которая может разбудить в любой момент при опасности. Дым попадает, и человек просыпается.
В ночное время риск трагического исхода пожара возрастает многократно. Во сне человек не способен чувствовать запах дыма. Возможностью приобретения автоматического устройства заинтересовались многие жители села. А некоторые хозяева уже позаботились об установке оповещателей. Люди с охотой слушают, спрашивают, где можно приобрести, как установить, как он работает. То есть интерес у граждан появляется, и многие даже едут, покупают. И есть такие случаи, когда люди говорят, что у меня уже есть. В домах было проверено состояние как печей, так и электропроводки. Члены комиссии не могли не отметить, что ряд правил нередко нарушают сами родители. От взгляда специалистов не укрылись некоторые действия и навыки, явно имеющие мало общего с соблюдением безопасности. Пренебрегая элементарными прописными истинами, взрослые легкомысленно считают, что у них все под контролем. Иногда приезжаешь очень плачевно. Вот сегодня в ходе рейда, да, мы видели неисправную ветхую электропроводку, где-то не установленные счетчики. Беседуя с жителями, члены комиссии подчеркивали, наша безопасность в наших собственных руках. И уберечь сына или дочь, предотвратив трагедию, по силам каждому родителю. Сотрудники социально-реабилитационного центра беседовали с мамами и папами о семейных отношениях, об обязанностях и об ответственности, которые невозможно переложить на кого-либо. Детям гости подарили баскетбольные мячи и угостили конфетами, а супругов проинформировали о мерах государственной поддержки. Совместно с нашей целью, да, основной по безопасности детей, мы, конечно же, консультировали семьи по мерам поддержки, таких как социальный контракт, выплаты пособий, рассказывали о возможности открытия как бизнеса, о моделях, таких как самозанятость. По оценке членов межведомственной комиссии, рейд прошел плодотворно. Маленькие хатыстырцы охотно шли на контакт. Были готовы к диалогу и взрослые. Надеемся, что данное мероприятие принесет пользу, что как дети, так и родители будут более ответственно подходить к вопросам, связанных с безопасностью, с детской безопасностью. Каникулы становятся периодом повышенного риска, и отдельный акцент ставился на организацию досуга. Спорт и творчество, рисование и вокал, интеллектуальные состязания и постановка личных рекордов. Проектами, которые реализует социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, дети и подростки заинтересовались. Многие ребята решили, что в забавах дистанционного формата они обязательно примут участие вместе с младшими братиками и сестричками.